Всем привет, я Максим Кардозу, а это Якутия «Взгляд со стороны». И здесь я рассказываю об интересных событиях, которые происходили в нашей республике и как на них реагируют извне Якутии. В общем, все очень субъективно. Это лишь мое личное мнение, и я напоминаю, что смотреть на себя со стороны иногда бывает полезно. Ну что, барды-бытышки? На этой неделе мои некоторые коллеги из федеральных агентств забомбили меня сообщениями о том, что, Макс, Якутск меняется из-за пандемии коронавируса. Ну, понятное дело, масочный режим, бизнес умирает, новые случаи заражения, это все понятно. Они такие, нет, нет, нет. Дело в том, что Якутск, оказывается, захватывает дикая природа. Я такой, что? Оказывается, вот вы помните вот эти умилительные все заголовки о том, что дикие животные приходят в опустевшие города, мол, например, в опустевшую Венецию чистую вернулись дельфинчики, вот. Эта фотография была очень популярна, например. Есть видео из Европы, когда дикие козочки атаковали мелкий городок. А вот эта фотография сделана в Сантьяго, это в Чили. В город вышла дикая пума. Ну, а этот видос из Индии, животное называется... сейчас я вам скажу, как называется это животное. Животное называется цвета. Я даже не знаю, с кем можно сравнить из наших российских реалий. В общем, это краснокнижное животное. Википедия мне больше ничем не помогла. Есть интересный факт в том, что этот зверек очень любит плоды кофе. Ну, а люди подбирают вот эти вот какашки и готовят. И получают какой-то очень дорогой и вкусный напиток. Вот так вот. В общем, вот такое вот животное вышло в центр города, и это очень редкий случай. Ну и в Якутске, говорят мне мои коллеги, происходит то же самое. Я такой, простите, извините. Всех возбудила вот эта новость о том, что в центре города Якутска на площади Ленина начали пастись коровы. Ну и вот мне друзья доказывают, что вот, мол, природа пришла к вам прямо в центр города в 21 веке. Но, в общем-то, я не стал разочаровывать моих коллег о том, что ситуация, что напротив Дома правительства в Якутске пасутся коровы, это, в общем-то, нормально. Мы все прекрасно помним, что лошади, например, летом пасутся у мэрии. И без пандемии, и без вируса люди им абсолютно не мешают, и никто на это не обращает внимания, все прекрасно. Вообще Якутск находится в ореоле дикой природы, и вот если бы, наверное, на Орджанку пришел лось на водопой к фонтану, вот это, наверное, было бы уже немножечко странно. А так, коровы на площади Ленина не новость. Я всех поздравляю с прошедшим 1 мая. И это первые большие торжества. Первые большие торжества, которые состоялись в новой реальности, в онлайн, а не офлайн, как мы все привыкли, на улице с демонстрациями, с колоннами, с флагами, шариками и так далее и тому подобное. Но это не помешало нашим людям, особенно в нашей республике, провести огромное количество других флешмобов и развлечений в интернете. То есть люди записывали ролики, выкладывали их в интернет, можно посмотреть, все очень забавно и интересно. Например, рабочие на некоторых предприятиях устраивали свои такие вот митинги, тоже с флажками, с транспарантами, с прекрасной музыкой. Люди устраивали себе праздник таким образом. Например, в Максагалохе тоже во дворе катались машины такие, украшенные, одиночные. Тоже интересно. И также проходили одиночные пешие марши, парады. Вот тоже устроил мужчина, так сказать, в маске. Ну что, все очень, так сказать, современно, под стать нашим современным реалиям. И здесь главное, наверное, нужно понять, что люди просто не отчаиваются, они пытаются веселиться и устраивать для себя праздник даже в таких условиях. И это очень симпатично все выглядит. Причем есть еще интересный ролик, который мне понравился. Его сделали жители Сунтарского улуса. Тоже очень креативно подошли. Причем там такой прикольный монтаж они сделали. Различные локации. Тоже выглядит все это очень забавно и интересно.
Конечно же, все в WhatsApp пересылали друг другу, как поют звезды, актеры якутского театра. Всем тоже очень нравится. У меня здесь возник один вопрос, почему люди поют советские песни? Все-таки праздник, он же не совсем советский. Понятное дело, что его ввели еще в СССР, но ведь трудовая молодежь, она есть и сейчас, и это очень актуальный современный праздник. Вот почему артисты не пишут новых песен под 1 мая, чтобы можно было их петь и радоваться тоже жизни? Какой-нибудь хит записать, да, там попросить Ольгу Бузову. Ну, нет, не Бузову. Тимати, вот это главный кремлевский современный певец. Газманов есть еще. Со вкусом совсем все очень плохо у меня, наверное, да? Но пока некоторые самоизолировались, так сказать, переходили в интернет, делали все для того, чтобы этот праздник у них прошел хорошо, и они не нарушили никаких вот предписаний. Другие же поехали на шашлычки. У меня вся лента в Инстаграме была забита фотками и видосиками о том, как люди выехали на природу и жарят шашлыки. Ни о какой там, конечно же, самоизоляции, дистанцировании на 1,5-2 метра и нет. Ну, погода такая хорошая, что, конечно же, и на самоизоляции люди устали сидеть, и хочется какого-то разнообразия, драйва, и этих людей можно понять. Самое главное, чтобы их потом не оштрафовали и не нашли. Вот, кстати, как это будет действовать? Кого-то вот поймали за шашлыками на 1 мая или нет? Тоже интересно. Еще одна новость, которую обсуждали на этой неделе многие, это появление в Яндексе, Яндекс.Переводчике якутского языка. И это замечательное событие, можно здесь поаплодировать друг другу, потому что в этой семье из 98 языков, которые может перевести Яндекс, теперь появился и наш. Это крутая очень штука, ну и, конечно же, все новое, оно тестируется. И якутяне решили по полной, так сказать, протестировать этот переводчик, и в интернете начали появляться различные смешные скрины, когда этот Яндекс.Переводчик просто не справляется с тем переводом, который ему предлагают пользователи. Причем там не всегда как бы цензурные выражения попадаются. Вот давайте посмотрим вот на это и на это, да. Ну, что тут сказать? Вообще такая ситуация, наверное, она может случиться с любым языком. И вот здесь возникает вопрос, сколько вообще слов в якутском языке? И сколько забито слов и фраз популярных сейчас в этот Яндекс.Переводчик. Просто интересно, будут ли исправлять или нет. А нужно ли это исправлять, тоже непонятно. В якутском языке же очень много заимствованных слов из русского. Или просто переделанных, даже если есть аналог на якутском, то просто коверкают русское слово на якутский манер и так говорят, например, о стол. Есть же слово сандалы, а вот если, например, там написать или произнести о стол, что сделает переводчик? Переведет или нет? Тоже вопрос. Надо попробовать, надо протестировать. Вот если вы протестировали уже этот Яндекс переводчик, напишите, как вам. И вообще, как вам идея такого новшества? Мне кажется, прикольно. Лайк. Открывая федеральное информационное агентство, там очень много новостей про то, что в Якутии начинается паводок. И это сейчас одна из главных тем тоже в новостной ленте и республиканской. И вот здесь, в Центральной России, многие не понимают, почему так много внимания уделяется действительно на фоне даже коронавируса подготовке к паводку. Конечно же, можно понять этих людей, почему они не понимают. Да, что для нас это действительно важно, и это очень сложный вопрос. Мы объявляем всегда режим ЧС, это может быть и наводнение, и гибнут люди в том числе. Но это случается с большими реками, особенно в Сибири. В Центральной России такого не происходит. И даже если какие-то случаются крупные наводнения, то они происходят именно из-за дождей, а не из-за ледохода и затора. И им очень сложно понять, почему мы все так напрягаемся в этот весенний период, и у нас идет подготовка за месяц, это мобилизуется МЧС, это зачернение льда, это происходят взрывные работы, это информирование населения, это эвакуация людей, то есть для нас это действительно очень серьезная и важная история, которую многие, например, в других регионах России не понимают. Вот
Даже есть такой случай смешной. Во время пандемии моя подруга, ну, решила с детьми переждать в деревне из Якутска уехать, вот это вот сложное время. Ну и что, она там не пробыла и месяца, потому что быстро решила вернуться. Деревня находится не то что за Леной, за рекой, а еще и за Алданом. Там две реки нужно переезжать, и в условиях того, что сейчас начнется ледоход, она рисковала бы там не то что переждать пандемию, а вообще переждать поллета, я не знаю, и ждать восстановления движения, ждать, пока пройдет ледоход, пока там восстановятся дороги и так далее и тому подобное. Это была бы жуткая самоизоляция на огромное количество времени, и вот она срочно вернулась в Якутск. И, наверное, самая главная новость, которая прогремела на прошлой неделе, то есть еще на этой неделе по всем федеральным агентствам, это, конечно же, митинг на Чаиндинском месторождении, когда мужчины вышли и требовали улучшения условий своих. И, конечно, выглядит это все жутковато. Появилось вот это вот видео, когда люди выкрикивают там нецензурные вещи и так далее и тому подобное. Непонятно, что делать в этой ситуации. И здесь многие, особенно блогеры, они решили использовать вот этот случай в своих политических именно целях и связать его, например, с бунтом во Владикавказе, когда люди вышли к зданию администрации с требованиями отменить режим самоизоляции. И вот блогеры говорят, что это такой протест, что Россия встает с колен, что она протестует, что современной власти пришел конец и так далее и тому подобное. Но они совершенно не вдаются в подробности, что ситуация, которая произошла в Чаинде, она совсем другая, она не политическая. Они требуют лучших условий для себя в этих конкретных городках, где можно заболеть. И есть заразившиеся, они просто не хотят заразиться и хотят комфортно переждать вот эти вот условия или чтобы их вывезли. Сейчас что там происходит? В общем, ситуация под контролем. Людей вроде собираются оттуда вывозить, самое главное. Туда прислали врачей, временный госпиталь. Я думаю, что там ситуация, наверное, разрулится. И, конечно же, очень странно, что у «Газпрома» такие подрядчики, как «Газпром» говорит, что вот это не мы виноваты, это виноваты наши 30 подрядчиков, которым мы доверили работы, что они не организовали условия труда достойным образом, особенно в условиях вот этой вот всей истерии вокруг коронавируса. Вообще тоже ситуация очень странная, если честно, как так? Ну, то есть люди решили просто сэкономить, по большому счету, я так понимаю. Вообще я хотел сказать о том, что вот эта ситуация в Чаинде, она действительно серьезная, и мужчины вышли не просто так на этот митинг с требованием изменить условия, что-то сделать, потому что в этих замкнутых условиях этих строительных городков, конечно же, распространение вируса, понятное дело, даже не специалисту, что оно будет молниеносно. И уже в России есть такой пример, я прогуглил новости. В Мурманской области, в вахтовом городке Виллистроя, в Белокаменке, тоже произошло заражение рабочих. И там на сегодня уже больше 900 человек заражены коронавирусом. И что с ними делать, непонятно. Их пытаются вывозить, лечить и так далее и тому подобное. И нужно же еще не останавливать производство в таком процессе. И, конечно же, не хочется, чтобы такая же ситуация повторилась и в Якутии. Вот. И нужно очень четко и быстро реагировать на такие вспышки. Вот такой получилась эта неделя. Я Макс Кардозу и Якутия. Взгляд со стороны. В общем, подписываемся, ставим лайки. Подписываемся на Инстаграм, у меня он тоже есть. Так что и делимся своим мнением, конечно же, в комментариях, потому что это все очень важно, это обратная связь. Всем спасибо. До следующей недели. Пока.